Жители республики стали больше употреблять алкогольной продукции. Объем продаж спиртного за год вырос на 30%, в том числе пива на 50%. Растет и пьяная преступность. Дмитрий Тымыров продолжит тему. Сегодня в республике продажу алкогольной продукции осуществляют 707 торговых объектов, 135 ресторанов и кафе. За прошлый год их количество увеличилось на 4,5%. Между тем, объемы продажи алкоголя всех видов увеличилось на 30%. Об этом говорят данные информационной системы, которая фиксирует реализацию спиртной продукции у всех предпринимателей и юрлиц. Как отметили в Министерстве предпринимательства Якутии, объемы продаж алкоголя возросли после изменений в законодательстве. И здесь повлияло изменение федерального закона 171 об регулировании оборота алкогольной продукции. То есть на первых этажах многоквартирных жилых домов сегодня разрешается деятельность предприятий общественного питания по обороту алкогольной продукции. Местные предприниматели в погоне за прибылью открывают алкомаркеты и псевдорестораны. Профильным органам на сегодня выдано более 400 лицензий на продажу алкогольной продукции. Пиво и пивные напитки, они не входят, это не лицензионная деятельность. А насчет госпошлины. Госпошлина для выдачи и продления лицензии составляет 65 тысяч рублей в год. А переоформление лицензии 3,5 тысячи рублей. Вместе с этим отмечается рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. За период с января по март 2019 года на территории республики зарегистрировано 3122 преступлений. Из них 986 преступлений были совершены после употребления алкоголя. Психологи отмечают, что увеличение распития спиртных напитков связано с тем, что люди в последнее время все чаще стали подвергаться стрессовым ситуациям как на работе, так и в семье. Проблем человек испытывает какие-то негативные эмоции. Чтобы он весь в напряжении, он в тревоге, он в депрессии. Чтобы снять вот это свое тревожное состояние, соответственно, он употребляет алкоголь, чтобы избавиться от этого. В свою очередь, жители Якутска считают, что от так называемой антиалкогольной политики ничего положительного нет. Люди требуют больше развлекательных мероприятий, развлекательных центров или просто заняться саморазвитием. Нужно, наверное, скорее всего, открыть различные центры, молодежные центры, потому что у нас молодежь в основном, наверное, употребляет, скорее всего, да? И проводить различные большие акции, мероприятия. Народу надо предоставить хорошую жизнь, чтобы народ имел достаток, тогда они меньше будут употреблять. Вообще-то не надо, чтобы он меньше пил и чтобы не больше пил. Просто молодежи надо заниматься спортом. Статистика продаж алкоголя и количество пьяных преступлений создает весьма тревожную картину. И это несмотря на ограничительные меры по продаже алкоголя и так называемые трезвые села. Между тем, Министерство предпринимательства региона 30 апреля проводит общественные слушания по вопросам правонарушения реализации алкогольной продукции на территории республики. Желающих принять участие ждут по адресу проспект Ленина, 22 в 15 часов. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск.